Фамилия Джемилу, звать Асан, отчество Джемилович. 1936 даже, но по паспорту 37 года. В 29 году родители раскулачивали. У родителей 5 было при выселении. Отца забрали до того в трудармию вроде бы. Потом, когда выселяли, мать была одна с 5 детьми. У отца были эти виноградники, он сам работал во всех этих виноградниках, там где сады, деревья. Он с утра выходил в Айсересе, там до моря, короче, порядком, но отец говорил, что наши участки там близ моря аж были. Он с утра 5 часов вставал и шел в этом винограднике. В 29 году селяне собрались вроде бы, и отец узнал, что его будут раскулачивать. Ну, кто-то тайно сказал. И он с утра пораньше встал, и брат моей матери на лошади проводил его до Перекопа, чтобы при выселении не быть. А то при выселении могли ее арестовать, и еще что. Брат от матери на лошади повез ее в сторону Джанкоя, короче, туда. И он уехал в Мелитополь. В Мелитополе в это время работал его брат. Он тоже был что-то ненадежный, его сослали, как бы там. И он поехал к нему. Там работал. Брат отца, мой дядя, на лошади проводил его, и когда возвращался, навстречу уже попались мать, там с детьми старики. Короче, он хотел к ним присоединиться, ему говорят, езжай, там твоих тоже выселяют. Моих родителей, мать, там бабушку, сестренка была с ними, их в Россию, в Свердловскую, что ли, область, куда-то выслали. С Айсереса, когда их выслали, мы в Степной район вернулись. В Степном районе жили до депортации. Отца этот степняк, короче, говорит, ты чем можешь заниматься? Он говорит, я виноградар там, в общем. Давай, говорит, на нашем совхозе, колхоз или совхоз, там виноград разведем. Он говорит, можно. И он там, в общем, плантацию винограднику сделали. Он там работал до выселения. Степняк этот был татарин, он говорит, вот тебе, твоей семье, вот этот дом. И он жил, мы жили там. Он как раз на перекрестке дорог где-то на углу был. Я помню, когда приехали эти машины выселять крымских татар, они такой угловой был, и перед домом даже проезжали здесь, Студебекеры, там полуторки перед выселением. Заполнили машины эти, видимо, 17 мая, надо полагать. Ну, я не помню, тогда, ну, жили обыкновенно в своем доме. Отца даже, по-моему, не было. А, отца куда-то забрали, не то трудармию, не то куда-то перед выселением. За несколько дней до этого, по-моему, куда-то послали работать. У нас 5 детей. Когда утром солдаты пришли, вставайте, то есть подробнее, если сказать, мать в этот день вышла корову доить, идет, а соседки там переселенцы русские были. Тетя Маруся, куда идете? Вас выселяют, говорят. Ой, я корову хотела доить. Не надо, говорит. Идите собирайте свои. Потом она успела вернуться, и уже солдаты стоят. Давайте, собирайтесь. 15 минут на сборы. У вас 5 детей, зашли, сразу посмотрели. Все в ряд спят, лежат. Раз посчитал, а где еще один?
А он говорит, все они там. А этот братишка, младший Мустафа, спрятался у сестры и там спал под одеялом. Раз открыли, все, собирайтесь. И 15 минут на сборы. Мать наспех собрала. Они говорят, там, то, что хорошие вещи одевайте, берите мешочек, там вещи сложите и поедем в центр там. Когда нас вывели, все с вещами, много вещей, а мать не успела все собрать. Пока всех 5 детей одеть, там они плачут, кричат, пока это самое. А потом офицер говорит, у меня там вещи, я не все взяла, можно я, у меня 5 детей. Я говорю, 2 солдат там не побоишься? Пойду. И пришли, мать взяла топор и стенку вырубила там чемодане. Он говорит, хитрый татарин, да, будешь хитрый, говорит. Тут, говорит, румыны солдаты там, то еще. И говорят, что это советские. Отца там новые брюки, новый костюм, короче, все, что было, открыла она, там сверху сразу часы лежат, там золотые часы у нее были, оказывается, это нельзя. Она говорит, возьмите это ладно. Они говорят, давай мешок сложим, это чемодан нельзя нести. Короче, открыла то, что там было, часы, он говорит, возьмите это вам. Все сложили в мешок, они помогли сами отнести туда. Сперва, я же говорю, она не успела, растерялась, что взять. А потом попросила там этого, можно пойду? Пришла, говорит, там уже шмон провели. Короче, нас центр города где-то, центр или недалеко от кладбища, где-то что-то было, туда вывезли. На солнцепёке ждали до вечера почти. А вечером уже до нас очередь, когда дошла, одну полуторку, короче, повезли в Курган-Тюбе, станция, там, где поезда. И вот там на поезде, ну, когда туда везли, там 12 километров, что ли, я помню, старики все стояли в этой полуторке, плакали даже, я смотрю на всех, все плачут. Болели много, то эти вагоны были вшивые, там раз скотину до этого возили. Воспоминаний много. По дороге ехали, то воды не было, то давали там какую-то эту самую рыбу, я помню, аральская, что ли, проезжали, какую-то соленую рыбу дали. Воды нет, воды, кричим, воды. В общем, жажда была, воды не было. Помню, один саман домик показали, у меня сестра аж расплакалась, говорит, как для скотины какой-то, что ли, был домик. А окно там выбито вместо окна. Короче, нас туда поселили. Сказали, вот здесь будете жить, обустраивайтесь. Нежилой, видимо, они там какую-то скотину держали или что, но мы там обработали, почистили, когда побелили, и это понравилось. Потом они говорят, мы сына хотим женить, там то все надо освобождать. Мама потом устроилась уборщицей где-то в школе. Отца мы потом встретили по дороге, когда ехали на поезде, а он искал их и спрашивал этих, где эти селецкие там. Ну, в общем, нашел нас в поезде, к нам присоединился. Правда, он долго болел, что-то климат, видимо, ему. Да мы, собственно, все болели там, когда приехали туда. Голодные, эти урюку поели, это воды сарыка,
это дизентерия, короче, малярия, там климат, крымский же климат совсем другой вот здесь вот, а там жара, урюки поспели, урюк поели и дрысли. Отец с нами был, но он заболел. Что-то я помню, 1,5 года он болел. А я с матерью ездил, продавали там вот эти новые вещи, которые она прихватила. Покупали муку и кормились, так сказать. Ну и это его не хватило там. Я помню, вот это какой-то репу собирали, из нее делали баланду, немного муки туда, все выжили. Отношения сперва они очень по-разному относились. Кое-где даже говорили, что там враждебно это самое. Ну, мы к бабке попали, она, в общем, сказала, что дети там ничего не рвали, в саду там ничего не трогали. Короче, мы воспитанные были, ничего не трогали. И она ей очень понравилось, что это столько детей, и никто ничего не берет. Я с матерью ездил по колхозам, там, я помню, корейский колхоз, где-то приехали, там, муки, там, еще чего-то покупали. Со временем, видимо, изменилось, но вначале они враждебные, и на хлопок, эти хлопковые поля обрабатывают, то свеканка, то полоть, то еще что-то, постоянно на поле гнали. Даже этот бригадир приходил с хамчой, там, выходи, да и ударить мог, и ударял там кого, считал, надо сам подогнать. Я помню, эти арыки там, у каждого дворик там, я помню, где мы жили, поливали из арыка. Я пошел загораживать, чтобы вода сюда пошла. Этот пришел с камчой, меня как... Я говорю, мне тоже надо поливать. Короче. Помню, первое время был комендант, был крымский татарин, военный. Он к отцу приходил, там отец мой, моего отца, брат, они с ним общий язык нашли, там болтали. Потом что-то говорили, его забрали, расстреляли, короче, потом стал узбек Таджидинов. Вот, например, яркий эпизод случился, когда мы с сестрой, старшей меня, которая была, поехали, там речка какая-то была, в общем, мелкая. Перейдешь, там уже какой-то промышленный центр был, Аламшик, что ли. В общем, там макароны, там, как промышленные, там что-то продавали. Мы пошли туда, через речку прошли, и кто-то заложил нас, что мы с сестрой туда ходили. И где-то вечером, даже ночью, я спал, пришел комендант, не комендант, а солдат послали привезти мать и вот этих детей, двоих, которые бегали за речку. И этот комендант, помню, кричит на мать, старуха там это, карт. Yani.